Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. В начале коротко о главном. Республике по плечу любые задачи. Башкортостан с его развитой технологической базой, промышленной базой, сыграет нужную роль и добьется всех целей, которые перед собой ставят. На ежегодной прямой линии и большой пресс-конференции Владимир Путин отметил промышленный потенциал региона. Обещали, сделали. Одна из задач, которую мы делаем, вопрос не только в том, чтобы красивые стены построить, но чтобы было хорошее оборудование. В городах и районах Башкортостана под Новый год открываются новые поликлиники. В рамках второго этапа модернизации здравоохранения будут решаться самые острые вопросы. Медали и автомобили ветеранам СВО. В Уфе подвели итоги года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Сейчас я уже могу и ребенка увезти на секцию, там, спортзал, могу и сам куда-то выехать. И жене большое облегчение. Конечно, это помощь. Итоги года за 4,5 часа. Примерно столько длилась ежегодная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина. Традиционно она вызвала ажиотаж не только у российских, но и зарубежных представителей СМИ. За время эфира президент дал развернутые ответы на 77 вопросов, некоторые из которых были решены еще до конца программы. Что волновало жителей страны больше всего, в репортаже Азата Садреева. Десятки видеокамер, сотни российских и иностранных журналистов, миллионы телезрителей по всему миру. Традиционная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина стала самым ожидаемым политическим событием в конце года. Подготовка к нему началась заранее, и на момент начала прямой линии по разным каналам поступило 2 миллиона 700 тысяч обращений жителей России. Приходили они и во время всего эфира. Одним из главных вопросов, конечно же, стала специальная военная операция. Верховный главнокомандующий привел свежие фронтовые сводки, отметив продвижение российских войск на всех направлениях, в том числе на Краснолиманском, где в составе 25-й армии группировки войск «Запад» успешно действует 31-й мотострелковый полк «Башкортостан». Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива, перешла в руки российских вооруженных сил. Что это значит? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Совсем недавно начальник генштаба, командующий группировкой и командиры на местах, командир бригады, который был у меня в кабинете, доложили о взятии Северска. Это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов, части этой агломерации, к Славянску. Но чуть южнее, там тоже активно и эффективно действует наше подразделение на южно-лиманском направлении. Тоже войска уже в городе, бои идут внутри, и думаю, что Краснолиман будет взят в самое ближайшее время. 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску. Опережая некоторые вопросы, Владимир Путин сразу же рассказал и об итогах года в российской промышленности. Пусть и не прежними темпами, но она растет. А благодаря усилиям правительства и Центробанка инфляция в конце года не превысит 6%. По всей стране сдадут более 105 миллионов квадратных метров жилья, а сбалансированный бюджет позволит государству выполнить социальные обязательства. Удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны. Это значит, что нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать целей технологического развития и обеспечить, безусловно обеспечить потребности вооруженных сил.
Коснулся президента и темы реализации программы «Время героев». Владимир Путин отметил, что участники СВО после возвращения домой и прохождения обучения находят себя на госслужбе и руководящих должностях в крупных компаниях. В регионах успешно действуют и свои программы по аналогии с федеральной. Так, ветеран спецоперации Оскар Сиддиков стал помощником главы Башкортостана. Ради Хабиров также стал наставником для Героя России Дениса Чернавина. А 2025 год в республике был объявлен годом поддержки участников СВО и членов их семей. В продолжении темы спецоперации военкор Первого канала Амир Юсупов попросил наладить производство ударных и тяжелых беспилотников по типу «Баба-Яга». И в Башкортостане этот процесс уже идет. Более того, беспилотники собирают на полностью отечественной элементной базе, включая двигатели. Башкирские птички успешно выполняют боевые задачи. Да, это известно, что тяжелых не хватает пока беспилотников. Над этим работает Министерство обороны и промышленности. Эта задача тоже будет решена. Хочу отметить и роль министра обороны. Он лично занимается беспилотием, много сделал для этого. И в том числе благодаря его усилиям ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась. И это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения. Я думаю, что и вы тоже это прекрасно знаете. Сотни миллионов рублей жители России переводят мошенникам, попавшихся на их удочку. Владимир Путин, комментируя ситуацию, отметил, что если звонящий затрагивает вопросы денег или имущества, то нужно бросать трубку, не говоря ни слова. Жители страны также спросили у президента о росте цен на продукты, изменениях в налогообложении, а также поддержке семей с детьми. Глава государства отметил, что дополнительные меры поддержки для этой категории будут введены с 1 января 2026 года. Особое внимание уделят ситуации с выплатами пособий многодетным семьям. Сейчас они могут терять право на льготы из-за незначительного превышения порога доходов, порой всего на 100 рублей. Власти намерены скорректировать этот подход. Я полностью с вами согласен. Вот вы сейчас сказали, что когда вы работаете, у вас трудовой доход увеличивается, а сразу сокращается поддержка со стороны государства. Вот те средства, которые вы получали, когда ваш трудовой доход был меньше, они сразу сокращаются. И получается, что бессмысленно работать. Это дестимулирует людей к трудовой деятельности. Но я считаю, что это ошибка со стороны правительства. Я уверен, Минфин и все руководство правительства услышат то, что мы сейчас с вами говорим. Но просто здесь никакой экономии нету, а попытка получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядит аморально. Говорили и о духовном. Владимир Путин отметил, что основные ценности христианства и ислама схожи, а Россия – многонациональная страна, в которой мирно живут представители всех конфессий. И Башкортостан, наряду с другими национальными регионами, надежная опора. По целому ряду, по всем основным нашим традиционным ценностям у нас все совпадает. По этой линии, в том числе и по духовной линии, по воспитательной, по образовательной. Мы должны сами у себя, на своей территории готовить специалистов в области ислама. Но у нас то же самое и в Башкортостане развивается. Мы как поддерживали, так и намерены поддерживать все традиционные религии Российской Федерации. Похвалил Владимир Путин нашу республику и за ее эффективную внешнеэкономическую деятельность. Отвечая на вопрос корреспондента Башинформа Ляйсан Закировой об участии Башкортостана в строительстве индустриального парка в Душанбе, президент подчеркнул, что технологический опыт региона может быть использован и при реализации аналогичных проектов в других странах мира. Мы уже несколько лет занимаемся созданием примерно подобной структуры в Египте, в зоне Нила. И там очень хорошая площадка. Наше правительство, Министерство промышленности и коллеги, наши друзья в Египте уделяют этому тоже значительное внимание. Это, на мой взгляд, должно привести к серьезным экономическим результатам как для России, так и для Египта. И
Подобные же проекты мы рассматриваем в ряде других государств-партнеров. И, безусловно, ваш опыт будет использован. Уверен, просто не сомневаюсь, что Башкортостан с его развитой технологической базой, промышленной базой, сыграет нужную роль и добьется всех целей, которые перед собой ставит. Прошу федеральное правительство, если в этом есть необходимость, вас поддержать. В общей сложности программа «Итоги года» с Владимиром Путиным шла в прямом эфире почти 4,5 часа. В колл-центр поступило более 3 миллионов вопросов. Они касались в том числе мессенджера МАКС, закона об иноагентах, блокировки мобильного интернета. По данным статистики, жителей Башкортостана чаще всего интересовали вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, транспортной инфраструктурой, медициной, семьей и детьми, а также получением льгот. Азат Садреев. Итоги недели. В ходе прямой линии президент страны Владимир Путин отметил развитую технологическую и промышленную базу Башкортостана. Столь высокая оценка от главы государства словно подтвердила данные чуть ранее озвученного рейтинга. Республика вошла в десятку лидеров в стране по научно-технологическому развитию. Мы на 7-й позиции. Это на ступень выше предыдущего года, что, по словам экспертов, доказывает правильно выбранный курс управленческой команды Башкортостана и лично Радия Хабирова. Впрочем, руководитель республики уже поставил перед членами правительства новую задачу. Ждем, когда республика в тройке, как минимум, будет, так ведь, поэтому у нас все для этого есть. И работаем, двигаемся дальше, Технологий нет без науки, их симбиоз – основной источник роста для Башкортостана. Задача, которую ставит перед собой регион – синхронизация процессов. Разработки точно внедряются в экономику, а запросы производства стимулируют новые исследования. Для этого в регионе и создавали Евразийский научно-образовательный центр, в рамках которого сейчас строят кампус. Часть его объектов уже открыта. Это IQ-парк и геномный центр. Всеобъемлющую поддержку власти оказывают и в сфере промышленности, да и в целом предпринимателям. Башкортостан за последние годы, как отметили эксперты, при составлении рейтинга стал более привлекательным для наукоемкого бизнеса. Республика Башкортостан – один из локомотивов развития нашей страны, в том числе и в научно-технологическом развитии. Основой этого научно-технологического развития является серьезная научная школа, которая сформирована на базе нескольких учреждений Российской академии наук, университетов республики. Безусловно, это серьезная промышленная база, связанная с развитием нефтепереработки, нефтехимии, машиностроения и ряда других отраслей экономики. И сегодня наша задача сделать так, чтобы осуществился трансфер научных зданий в экономику. Медицина становится доступнее. В Аскинском районе глава Башкортостана принял участие в открытии новой поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену. С этим событием сельчан в режиме видеоконференции также поздравили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. В рамках рабочей поездки по северо-востоку региона Радий Хабиров также провел заседание Совета по развитию здравоохранения и посетил ряд социальных объектов в соседнем Татышлинском районе. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Полилингвальную многопрофильную школу с углубленным изучением удмуртского языка в селе Новые Татышлы открыли в 1996 году. А минувшей весной здесь провели капитальный ремонт. В рамках проекта «Все лучшее детям» заменили систему отопления, электрику, установили новые двери, обновили полы, стены и фасад. Кабинеты оборудовали современной техникой. Раньше мы ноутбуком только пользовались, а сейчас у нас интерактивная доска. У старшеклассников даже телевизоры современные такие. У учащихся есть все возможности для успешной учебы и всестороннего развития. Условия, созданные для детей, оценил и глава Башкортостана Радий Хабиров. Сегодня полилингвальная многопрофильная школа в селе Новые Татышлы считается одной из самых современных в районе. Помимо качественного образования, внимание уделяется и физическому здоровью детей. Вы учитель физкультуры. Сколько лет работаете? Без малого 40. Без малого 40 лет работаете, да? У нас в Татышлах здесь вообще волейбол развит, да? Межрегиональный, из Пермского края приезжают. Обучаются здесь не только ученики из Новых Татышлов, но и соседних населенных пунктов.
У нас обучается 116 детей на сегодняшний день. Приезжают из 6 окружающих деревень, где тоже обучаются на удмуртских языках. Возят школьные автобусы из разных деревень. Да, все условия с утра привозят и обратно тоже увозят. По поручению главы Башкортостана был проведен капитальный ремонт Удмуртского историко-культурного центра. Двухэтажное здание 1988 года постройки полностью обновили, и теперь оно является центром притяжения для всех жителей района. Под одной крышей в здании также расположен музей, спортивный зал, библиотека, открыты отдельные кабинеты для занятия творчеством. Мы живем от этой деревни, мы приезжаем. Ну, приезжаете, да. Конечно. Я вот говорю, все связано с культурой, национальной одеждой, язык, традиции, промыслы народные, ремесла, все сохранить надо. Не пустует и детская зона, где малыши с удовольствием проводят время. Жители села Новые Татышлы с удовольствием ходят, выходят, концерты смотреть выходят, на конкурсах участвуют. Жизнь кипит, бурлит, прям так сказать. Татышлинцы с уважением относятся не только к истории и культуре удмуртского народа, но и к памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках боевых действий на Северном Кавказе, Афганистане и специальной военной операции. В районном центре благоустроили мемориальный комплекс защитникам Отечества. Ремонтные работы были выполнены в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Сумма вложений составила почти 20 миллионов рублей. Мемориальный комплекс защитникам Отечества является основным местом проведения военно-патриотических мероприятий в районе, в том числе и Дня Победы. В медицинской сфере на северо-востоке республики тоже особое внимание. В селе Старые Казанчи Аскинского района открыли новую врачебную амбулаторию, которая обслуживает почти 2400 человек из 19 населенных пунктов. Пациентам не нужно ездить в райцентр, чтобы сдать анализы, пройти ЭКГ или первый этап диспансеризации. Все хорошо, нормально. Спасибо большое. Спасибо. Наверное, здесь и новостями обмениваетесь, да? Дишрак келгән шуларны ортаягы хәзер менә 70-80 гектар барабыз. Менә шул хәзер сезне сагынып көттек. В медучреждении есть дневной стационар на 3 койко-места. Врачей тоже хватает. Специалистов привлекли по программе «Земский доктор». Приезжают сами. Некоторые у нас вот есть машины, получается. Меня сюда привозят. Я сама живу в Аскино, приезжаю, здесь работаю. Летом мы делаем как бы подворовые обходы. Вот близлежащие деревни Аль-Ягиш, Урманкуль, здесь очень рядом они находятся. Есть маломобильные пациенты, мы к ним выезжаем. Вот дается машина с АЦРБ у нас. И как бы всех обслуживаются. Одним из центральных событий рабочей поездки стало заседание Совета по развитию здравоохранения при главе Республики Башкортостан, которое прошло в районном доме культуры села Аскино. С приветственным словом к участникам обратился Радий Хабиров. Мы решали две большие проблемы. Первая проблема – это изношенность самой инфраструктуры. И второе, конечно, и, наверное, даже более главное – это медицинский персонал. К концу года у нас в 6 районах мы вводим поликлиники, где-то детская взрослая, как вот здесь в Аскинском районе. Но помимо этого очень греют душу цифра 134. Это модульные ФАПы наши и амбулатории. Мы должны сделать так, чтобы не осталось ни одного старого там здания наших муниципалитетов. Эта работа еще не завершена. И в этом плане Аскинский район можно поставить в пример. В муниципалитете остался последний старый ФАП, который заменит в ближайшее время на модульный. Также здесь активно работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», что помогло решить вопрос с кадрами. После награждения работников здравоохранения участники Совета обсудили развитие первичной медико-санитарной помощи, подвели итоги деятельности медорганизаций Бирского медицинского округа. Ну а новогодним подарком для жителей Аскина стало открытие современной поликлиники на 250 посещений в смену. В режиме видеоконференции сельчан также поздравили заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Спасибо, Радий Фаритович. Спасибо, Ильдар Радикович. Я тоже хочу отметить, что облик ваших учреждений, он, конечно, привлекает, и воспринимаешь их не как учреждения здравоохранения, а как учреждения, в которые просто хочется приходить, потому что хочется посмотреть, что внутри. А если говорить о республике, я, конечно, тоже хочу отметить, что
Тенденции положительные есть, и во многом это стало возможным благодаря развитию инфраструктуры, привлечению новых специалистов в отрасль. У вас очень серьезное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Поликлиника Аскинской центральной районной больницы построена в рамках национальных проектов здравоохранения и продолжительная и активная жизнь, а также регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения. Стоимость объекта составила почти 760 миллионов рублей, большую часть которых выделил федеральный бюджет. Медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием и, что самое главное, укомплектовано специалистами. Ради Хабиров осмотрел врачебные кабинеты и пожелал персоналу успешной работы. Я 2 кабинета посмотрел, мне достаточно много. Ну, понятно, внешняя эстетика, мы уже научились строить, на мой взгляд, красиво. Внутри у нас обязательно есть единый республиканский брендбук, чтобы людям было понятно, куда идти, как. И, кстати, по отзывам людей, которые мы проводим анкетирование, у людей нет проблем, когда в наши поликлиники заходят и определить, какой кабинет, какая маршрутизация. Вот я зашел, значит, в офтальмологический и ЛОР. Там такое оборудование, которое, наверное, могут позавидовать и столичные наши больницы. В рамках второго этапа модернизации здравоохранения будут решаться самые острые вопросы. Башкортостан уже направил в федеральный центр заявку для финансирования. Также принято отдельное решение по развитию первичного звена медицины в башкирской столице. Как отметил Ради Хабиров, до конца года в Уфе после капитального ремонта откроются 2 поликлиники в Зеленой Роще и северной части города. Азат Садреев, Артур Ханов, Руслан Садыков. Итоги недели. Аскинский и Таташлинский районы. «11 новых мер поддержки бойцов были введены в 2025 в Башкортостане. На неделе подвели итоги года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в нашей республике. Торжественное мероприятие с участием главы региона состоялось в Конгресс-холле Таратау. В этот день Ради Хабиров ознакомился с функционалом новых помещений филиала Госфонда «Защитники Отечества». Все подробности в репортаже Руслана Батыргареева. Ради Хабиров вручает ветеранам специальной военной операции медали генерала Шаймуратова. И сразу же еще одна не менее приятная церемония. 5 бойцов получают ключи от новеньких автомобилей «Москвич» и «Баек» с ручным управлением. От защитников Отечества, получается, прошел обучение на управление автомобилем с ручным управлением. То есть уже сел, меня там все объяснили, показали, я сел, нормально поехал. Там до первого светофора доехал, уже все разобрался. Ну, то есть хорошо все привык. Сейчас я уже могу и ребенка увезти на секцию, там, спортзал, могу и сам куда-то выехать. И жене большое облегчение. Конечно, это помощь. После получения ранений они многому учатся заново, в том числе водить машину. С инициативой обеспечить ветеранов СВО с тяжелой инвалидностью специализированными автомобилями в апреле прошлого года выступила председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Предложение поддержал президент страны. На сегодняшний день 15 бойцов из нашей республики обеспечены автомобилями с ручным управлением. Сейчас сам поедешь или нет? Да. Готов ехать, да, новый сопровождение. Хабирлинский район, дорога аккуратная, просто... Но главное, что научились, то есть полный курс они прошли на этом. И спасибо за службу всем, ребят. Спасибо. Спасибо. Церемония вручения ключей прошла в новом здании филиала Госфонда. Помещение по улице Советской передали этой весной. За достаточно короткий период провели ремонт, и теперь в распоряжении защитников Отечества 515 квадратных метров площадей. Здесь будет приемная зона, здесь будут работать наши социальные координаторы, военно-социальный центр. Здесь мы будем и забор ДНК проводить, оформлять родственников без вести пропавших участников специальной военной операции. Здесь у нас будут прием вести врачи разных направлений, психологи. И также здесь у нас будут работать представители министерств и ведомств, юридических служб. В одной локации в формате единого окна оказать разностороннюю помощь как участникам специальной военной операции, так и семьям бойцов. Вот главный функционал новых помещений филиала Госфонда. Так удачно совпало. Советская площадь. Ребята сюда приезжают со СВО, уезжают, и как-то им это место теплое. И здесь вот как раз будет самое большое у нас отделение фонда. Тут все есть. И трудоустройство, и социальная помощь, и психологическая помощь. В общем, все вопросы вот в одном окне здесь решаются. В этот же день в Уфе подвели итоги года, который был объявлен в республике годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Выступая перед собравшимися, Ради
Хабиров подчеркнул, что главным результатом уходящего года стало расширение мер поддержки. В этом году в Башкортостане мы дополнили соответствующий перечень 11 новыми мерами. Теперь их стало 54. И они охватывают все сферы жизни наших воинов и их семей. Вообще основных направлений 3. Это медицинская реабилитация, социализация и трудоустройство. Мы почти вдвое увеличили объем выделенных на эти средств с 13,4 миллиардов рублей в прошлом году до 38 миллиардов рублей в этом году. Из более 3000 вернувшихся участников СВО трудоустроены почти 78%, отметил в своем выступлении глава региона. Особое внимание ветеранам с инвалидностью для полноценной и комфортной жизни предоставляют не только автомобили с ручным управлением, но и адаптируют жилье, создают условия для занятий адаптивным спортом. Наверное, очень тяжело, когда ты приходишь и теряешь здоровье. И, конечно же, вот наша задача и моя непосредственно, и с чем я работаю, это, конечно, привлекаю ребят в адаптивный спорт. Это, мне кажется, самое важное, что можем мы сделать для них. Ведь жизнь на этом не заканчивается, поэтому вот эта путевка, спортивный мир для ребят очень важна. Год поддержки участников спецоперации и членов их семей в Башкортостане завершается, но работа в этом направлении, подчеркнул Ради Хабиров, будет продолжена и усилена. Всесторонняя поддержка героев и их близких является главной задачей для власти и общества, подытожил глава региона. Руслан Таргареев, Азат Ишбулатов, Артур Ханов и Рустем Галямов. Итоги недели. В Уфе прошло главное творческое событие года в медиасфере. Руководитель региона наградил лауреата второго республиканского конкурса в области журналистики «Достоверность, ответственность, мужество». Премию главы Башкортостана учредили в 2023-м по инициативе Радия Хабирова. В этом году авторы и творческие коллективы представили более 150 работ. Эксперты определили 20 победителей в разных категориях. Сюжет Динарты Масхановой. Это заставка к одному из трогательных проектов на телеканале БСТ «Мама». В 66-м выпуске Резеда Аминова рассказывает, как сын сообщил, что уходит на СВО, как было сложно родителям принять его непростой выбор. Мы с папой, конечно, сопротивлялись очень сильно, но так как он служил у нас в ВДВ, был десантником, немножко повоевали с ним, но отправили только с Богом. Авторский коллектив проекта «Мама» стал лауреатом конкурса «Достоверность, ответственность, мужество». Героини выпусков – жительницы разных районов и городов Башкортостана, чьи сыновья выбрали путь защитников Отечества и отправились в зону спецоперации. То, что рождается в сердце, доходит до сердца. В работе над этим проектом мы вкладываем всю свою душу. И когда приезжали федеральные эксперты, они были поражены, откуда родилась такая идея, и предложили масштабировать по всей стране. Я думаю, это, наверное, самая большая оценка телеканала БСТ. Это все не ради славы, это ради добра, которое просто теплится в наших сердцах. Наши героини, их уже больше 100, они все объединились, у нас есть свой чат, они помогают друг другу, выезжают вместе с гумконвоем куда-то, да, волонтерствуют. То есть это женщины, которые уже помогают друг другу, и уже им легче гораздо. Конкурс с призовым фондом в 6 миллионов рублей учрежден по инициативе Радия Хабирова. В этом году он проводится во второй раз. На суд жюри было направлено рекордное количество работ, более 150. Теле- и радиопрограммы, аналитика, репортажи. Эксперты выбрали 20 сильнейших. Среди лучших и другие наши коллеги. Ильяс Батаргариев, творческий коллектив программы «Честно говоря». Рафик Ахмедшин получил награду как автор, но сейчас он на передовой. Его репортажи, можно сказать, это мужество в прямом эфире. Нашим СМИ удается сохранять конструктивность, критическое мышление, нацеленность на освещение самых важных для людей вопросов. Почти за 4 года специальной военной операции вы подготовили сотни сюжетов, репортажей, реальных историй с передовой. Отмечу программу на БСТ «Защитники Отечества», телевизионный конкурс «Мой папа», трогательный проект «Мама».
объединивший матерей и жен участников СВО. Сегодня наши СМИ остаются самыми востребованными источниками достоверной информации. Главный канал БСТ – первый по просмотрам среди региональных каналов нашей страны. Сегодня СМИ Башкортостана – это не просто новости, это оружие информационного фронта. Такие проекты, как «Генералы Башкортостана», «Защитники Отечества», «Мой папа» формируют правду, которая не всегда на поверхности. И задача журналистов республики – оставаться мерилом честности и объективности в любой ситуации. Капелька по капельке. Одна статья, другая статья. Вот в Уфимской неделе написали, на БСТ вышел сюжет. Еще, значит, вышел один сюжет на БСТ, только так капелька по капельке, а у людей сформируется правдивая картина мира. А если не мы, то эту картину мира сформирует кто-то другой. Тот, кто ежедневно вбрасывает десятки фальшивых, разжигающих негативные чувства у людей якобы новостей. Кроме диплома, каждый победитель получил 300 тысяч рублей. Заслуженная награда за достоверность, ответственность и мужество. Но истинная цена этих качеств не в деньгах, а в доверии зрителям. Динара Таймасханова. Итоги недели. В Башкортостане впервые отмечают День многодетных семей. Сейчас в регионе их насчитывают более 72 тысяч, и с каждым годом это количество растет. Так, за последние 5 лет число многодетных родителей в республике выросло на четверть. Многие ведут общественную и культурную жизнь, получают признание на федеральном уровне. И на своем примере доказывают, что большая семья – это большое счастье. О героях этого дня и о том, как в Башкортостане поддерживают такие ячейки общества, в репортаже Анны Морозовой. Новый год все ближе, а значит, самое время наряжать елку. Делать это всем вместе для Бактыбаевых уже традиция. Семья у них большая, 3 сыночка и лапочка-дочка. О таком счастье поначалу даже не мечтали. Сначала у нас был один ребенок. Я даже не планировала, что я буду многодетной. Вообще не планировала. То есть это в планы не входило у нас. Ну вот, старшие у нас вдвоем росли. 2 мальчика. Конечно, мы мечтали о девочке. Вот, и поэтому, наверное, мы в 4-й раз рискнули и пошли за девочкой. Так, 2 года назад в семье появилась малышка Сабина. Старшие братья Инсан, Нияс и Самир поспешили во всем стать для сестренки достойным примером. Несмотря на свой юный возраст, мальчики помогают родителям по дому, а еще хорошо учатся и уже радуют достижениями. Луиза и Наиль уверены, воспитывать в детях честность, трудолюбие и чувство ответственности важно с малых лет. Но главное делать это с любовью, пониманием и поддержкой. Наверное, то, что в большой семье растут, это все-таки минусов здесь нет, больше плюсы. Потому что они уже как команда. Они уже друг без друга не могут, да, и друг друга поддерживают. Соломон и Елисей приезжают домой, и это самый близкий праздник. И если команда Бактыбаевых уже в сборе и полностью готова к встрече Нового года, то семье Андрющенко еще только предстоит собраться вместе. Особенно этого момента ждет Феодора. На каникулы из Москвы приедут ее старшие братья. Главный зимний праздник они неизменно встречают в кругу родных. Всего в большой семье 5 детей. Рождение каждого ребенка для нас было счастьем. И когда мы заботимся о наших детях, воспитываем, мы получаем колоссальную энергетику, колоссальную отдачу от них и еще и молодеем. Глава семьи, кандидат социологических наук, уже 2 года служит в зоне СВО. Ученую степень имеет и супруга. Она же обладатель медали «Материнская слава». В этот раз Андрющенко стали еще и победителями всероссийского конкурса «Семья года». Теперь 21 декабря официально в республике их личный праздник, который учредили в этом году. Мы каждый раз, каждый день вот такими семьями хотим показывать всей республике, всей стране, что многодетная семья – это состоявшаяся, состоятельная, достойно воспитывающая своих детей, очень организованная, очень дружная, большая семья. В 2025-м сохраняется тренд на многодетность. В республике насчитывается порядка 73 тысяч таких семей. За последние 5 лет их число выросло на четверть. Медалью «Материнская слава» в Башкортостане награждены свыше 9 тысяч женщин, воспитавших 5 и более детей. Имеются и те, кто отмечен на федеральном уровне. Как неоднократно подчеркивал глава республики, большие семьи – это пример для всего общества, а их всесторонняя поддержка – важная задача. Отметил это Ради Хабиров
и в День матери. Чтобы показать успешные примеры женщин, совмещающих материнство с профессией, карьерой и бизнесом, мы реализуем сейчас специальный медиапроект, рассказывающий о ваших достижениях. В прошлом году запущен проект «Своя семейная гостиная» для родных и близких воинов, погибших при выполнении боевых задач на спецоперации. Недавно начали реализацию проекта «Свой бизнес» для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Всего в Башкортостане более 40 мер поддержки получают свыше 190 тысяч многодетных семей. Для помощи в воспитании действует и семейный портал Башкортостана, где собрана вся важная информация для родителей. С 2021 года на семейном портале, который можно легко и просто найти как семья.рб.рф русскими буквами, можно зайти на вкладку «Акции и скидки». И здесь ты попадаешь, можно по QR-коду туда пройти, ты попадаешь на нашу интерактивную карту республики, вводишь свой город или район, и ты можешь внизу увидеть все организации, которые предоставляют скидки. Причем скидки могут быть абсолютно разные, от 5 до 100%, и предоставляют их более 900 организаций республики. В преддверии Нового года это особенно актуально. Однако поддержка семьям с детьми необходима всегда. И не только финансовая, но и моральная, чтобы донести до каждого. Быть родителем – это одновременно радость, гордость и, конечно, невероятный труд. Труд, который когда-то наши мамы и папы вложили в каждого из нас. Анна Морозова, Артур Шамсудинов, Булат Садриев и Шамиль Каримов. Итоги недели. В условиях внешних вызовов Башкортостан демонстрирует сплоченность и консолидацию общества. Такой вывод сделали участники заседания Совета при главе Башкортостана по межнациональным отношениям. На неделе в колонном зале республики состоялось подведение итогов реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Современные межнациональные отношения в Башкортостане – это результат постоянной, кропотливой, взвешенной работы всех уровней власти в рамках реализации национальной политики в регионе, считают эксперты. Наша республика сегодня выступает примером того, как в регионах должна выстраиваться национальная политика. Вся наша системная работа, концепции, госпрограммы, культурные центры встроена в федеральную вертикаль государственной национальной политики и отвечает современным вызовам. Уходящий год для сферы межнациональных и межконфессиональных отношений был насыщенным в событийном плане. Нашими фестивалями, праздниками были охвачены десятки тысяч людей. И они при этом уже давно не имеют национальных границ. Башкортостан на практике доказывает, что культурное многообразие является не барьером, а богатой основой для единства. И эта работа будет в ближайшие годы продолжена. В конце ноября президент страны утвердил новую стратегию государственной национальной политики на период до 2036 года. Цель одна – укрепление единства многонационального народа России. Сегодня перед нашим обществом стоит большая задача передача будущим поколениям исторической памяти, наших традиционных ценностей. И вот диалог в формате совета, он имеет практическое значение, поскольку здесь вырабатываются ключевые решения и, что называется, сверяются часы между теми, кто сегодня реализует национальную политику в нашей республике. В Уфе завершилась первая зимняя спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Участие в соревнованиях принимали представители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В составе сборной республики выступили 18 атлетов. В течение 5 дней ребята состязались в горнолыжном спорте, сноуборде, керлинге, лыжных гонках и шахматах. Подробности в следующем сюжете. Масштабная церемония открытия соревнований прошла во Дворце борьбы. Зимняя спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья проводилась впервые. Параатлеты не случайно собрались именно в Уфе. Столица Башкортостана является одним из ведущих центров развития адаптивного спорта в России. Башкортостан умеет, любит встречать большие спортивные события. Потому что мы еще раз благодаря этому создаем условия для того, чтобы прежде всего наши ребята, дети, молодежь занимались спортом, равнялись на спортсменов
Сегодня у нас на самом деле ребята приехали из 5 стран СНГ с безграничными возможностями. Не каждый регион может по зимним видам спорта провести. Башкортостан отлично подходит. Сейчас мы подготовили все объекты спорта. Вчера как раз с инспекцией ездили. И керлинг у нас готов, и лыжный спорт, и биатлон. А еще у нас дополнительная дисциплина шахматы. Поэтому мы на самом деле довольны и организацией, и местом проведения. Вы сами видели, какая феерическая церемония открытия была. Для Киры Друговой соревнования по шахматам – привычный способ времяпрепровождения. Она участвует уже в 3-м турнире за месяц. А в феврале на зимней спартакиаде глухих в Уфе она стала лучшей среди россиянок. Теперь Кира доказывает лидерство на международном уровне. Для меня проходит турнир достаточно хорошо. Пока что я все партии выиграла, все по плану. Для меня важная цель – это победить на этой спартакиаде, чтобы помочь выиграть на сборную Россию. Если за доской состязаются только дети с нарушениями слуха, то в остальных дисциплинах этих стартов также принимают участие спортсмены с поражением зрения и опорно-двигательного аппарата. Они демонстрируют свои навыки в горнолыжном спорте, сноуборде, керлинге и лыжных гонках. Работа спортсмена-ведущего – это очень сложная работа, потому что это глаза и мозг спортсмена. То есть вот они сначала просматривают трассу. Спортсмен-ведущий объясняет, где и как они будут что делать, где какие заходы, выходы, где раньше. Еще тем более, что сегодня туман, это очень сложно. И то есть вот ориентир по факту это яркая майка, то есть которая на спортсмене ведущего. То есть она допустима по правилам оранжевого, желтого и красного цвета. Снег замечательный, тут трасса легкая для меня после сборов и с банном. У нас были горнолыжные юниорские сборы в банном. Гора была жуть, страшно, падала. Все были лучше меня, а тут я себя показала прям, не знаю. Такое ощущение, как летала, как птица. Прям прикольно, классно. В горнолыжном спорте участники выступали в 2 дисциплинах. Сначала они выявляли сильнейших в слалом-гиганте, затем в слаломе. Среди слабовидящих спортсменов в обеих дисциплинах уверенно выступила представительница Московской области Елизавета Мурга и Сергей Логинов из Башкортостана. В спорте глухих первенствовал еще один спортсмен из нашего региона Даниэль Зейнединов. У Никиты Рингмана бронза. Сегодня все, в принципе, нормально. Были немножко сложности, но, мое мнение, вообще все здорово. Также среди башкирских спортсменов отличились Андрей Казаков и Елизавета Штерляева. У них в лыжных гонках серебряные и бронзовые медали. В керлинге 1-е место заняли мужская и женская сборная России. Для каждой нозологии продуманы все мелочи, нюансы. От прилета до завершения спартакиады. Я был на нескольких награждениях и общался с участниками. Все очень довольны. Такой получилась зимняя спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья в Уфе. Первая и значимая для ребят. Впереди у них новые соревнования и победы в спорте и над собой. Юлия Паршина, Полина Затолокина, Владислав Минязев и Виктор Миренков. Итоги недели. У меня на этом все. Я желаю вам только хороших новостей. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.